В зале славы звучат имена деятелей культуры, спорта, образования, отличившихся на службе сотрудников правоохранительной системы, средств массовой информации и многих других. Присутствующие в медицинских масках в регионе, как и по всей стране, непростая эпидситуация. И, наверное, поэтому глава региона Махмуд Али Калиматов начинает поздравительную речь, первым отмечая труд и профессионализм работников здравоохранения. Хочу поздравить нас с наступающим Новым годом, да, вот, все, что были у нас живы-здоровы, и все. Ходящий был для нас год непростым. У нас ограничения, которые наложены были вот этой, я говорю, неладной болезнью, пандемии, и продолжается она. Но все-таки мы выдерживаем ситуацию и благодаря нашим уважаемым врачам. Вот, в долгу будем, не знаю, как будем расплачиваться, когда эта зараза уйдет, да? Вот, все-таки они очень серьезно, жертвуя своим здоровьем, временем, они много делают для нас, чтобы мы не болели. Ну и призывают всегда нас, я думаю, мы в любом случае должны будем вот это непростое время все-таки продвигаться дальше. Награду вручают и Сабине Эсиевой. Глава региона отметил смелость девушки, напомнив, как она одна из первых пришла на помощь соседям во время пожара 2 марта в Плиево. За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, указом страны Владимира Путина Сабину наградили медалью за спасение погибавших. У соседей загорелся дом. Вот, услышав звук, крики детей, я вышла посмотреть, что случилось. У них горел дом. И вот по таким обстоятельствам все произошло. У них дома было 4 детей маленьких. Вот, их вывела с дома. Это большая честь для меня, что уделили внимание, что наградили, не знаю, говоря с вами. К награде за общественную деятельность представлен и Джабраил Боков. Будучи председателем общероссийской организации «Российский союз ветеранов Афганистана», добился весомых успехов на этом поприще. Очень рад, благодарен, что заметили мой труд, мою работу. И, пользуясь случаем, тоже поздравляю всех, кто сегодня получил награды, госнаграды и награды нашей республики. Еще раз всех с праздником. Махмуд Али Калиматов в ходе церемонии награждения обращает внимание на труд, профессионализм, достижения и вклад каждого присутствующего. Сотни имен, среди которых заслуженный учитель Республики Ингушетия Лидия Хамхоева, заслуженный врач России, автор более 100 научных статей, Зарета Гатагажева, заслуженный работник сельского хозяйства России Ахмед Цароев. Некогда начинающий агроном, он проработал в этой отрасли более 40 лет. Я как-то здесь сказал, обращаясь к главе республики, что однажды у лидера государства молодого спросили, как могло за короткое время стать управляемым вами государство богатым, процветающим. Лидер ответил, первое, это была вера народа, второе, это обеспечение населения безопасности, и третье, труд на земле. И все-таки, журналисты, такой народ, спросили, а что же из трех составляющих? Лидер ответил коротко, труд на земле. Вот если мы будем трудиться на каждом месте, на местах, во всех сферах, будет процветать и республика, и трудящиеся будут получать свои награды. Глава региона отметил профессионализм и работников СМИ, в частности, коллектив ГТРК «Ингушетия», среди которых режиссер информационных программ Марина Халухоева. Было сегодня очень приятно получить такую высокую награду. Я работаю 23 года на телевидении, но начинала, конечно, с монтажера. Теперь я сижу в режиссер выпуска, выдаю эфир, новости. Самое главное вот для нашего зрителя. Хотя меня не видно зрителю, но зато я выдаю им этот эфир, чтобы они смогли видеть новости происходящие, все, что в нашей республике и за пределы нашей республики. Надеюсь, что нас зритель всегда ждет, мы их очень любим. И получить сегодняшнюю награду для меня была высокая честь.
И хочу сказать, что эту награду получила не только я одна, а вся моя команда, потому что без моей команды я бы, наверное, сегодня не стояла бы на такой сцене. Глава региона обратился к молодежи, призвав учиться и набираться опыта у старшего поколения. Ведь будущее региона должны строить именно они. Молодежь, она перспективная, хорошая. Не уставайте только. Сок эдлучо. Мне уже 7-й десяток. Эдлучо. Сабр халдещу. Чтоб терпение, выдержка была. Набирайте знания, образование. А старшее поколение, вот, беспреемственности, опыт тот, который старшие наработали, работают, тоже берите его. Потому что сегодня у нас, видите, государственные награды. Президент лично подписывает, да, и оценивает ту работу, которая делается врачами, учителями, там, работниками того или иного ведомства. Но мы должны понимать, что за нас никто ничего не сделает. Мы здесь жители республики. В завершении торжественной церемонии награждения общее памятное фото. Адам Мережков, Асхаб Илакиев, Новости 24.